Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова канал Life. Сегодня у нас продолжение цикла наших видео, как будто бы индивидуальных раскладов, да, то есть на одну позицию, будто вы сидите вместе со мной и у меня гадаете. И у нас сегодня видео, что нужно в прошлом исцелить и где просвет для лучшего будущего. То есть мы с вами посмотрим, что же вас так сильно тянет вниз. Проанализируем этот момент на Таро ведьм. Мы узнаем, почему вас тянет в прошлое, что из этого прошлого никак не может уйти из вашей жизни. Может быть, человек какой-то, может еще что-то, да, то есть почему вы удерживаете около себя вот эту энергию, вот эти воспоминания. И, конечно, попробуем посмотреть, когда или где или в чем в вашей жизни будет просвет. Потому что многие люди, не хотят даже себе признаваться, что в жизни наступила тьма, и уже длительное время она поселилась именно из-за того, что прошлое очень сильно давит. То есть вы даже, может быть, не хотите себе в этом признаваться. Или знаете об этом, но не знаете, как выйти из этого. Может быть, мы сейчас вот проанализируем, и вам легче станет, вы поймете, да? Так, хорошо, давайте сегодня выбирать между двумя опять, да, для того, чтобы вы поняли, ваш расклад или не ваш. Так, давайте возьмем два наперстка. Вот, смотрите, тут вот цветочки, это ягодки, да. И вот какой из этих наперстков я выбрала, вам нужно отгадать, проявить свою интуицию, да, способности свои. И тот наперсток, который я отгадала, если вы отгадываете, значит ваш точно расклад. А если вы выбрали другой наперсток, не тот, что я загадала, то это тоже может быть ваш расклад, просто интуиция вас подвела, то есть не ставьте крест сразу на раскладе. Выбирайте, я замолчу. И надеюсь, что вы выбрали. Если не выбрали, ставьте на паузу, да. А я подтверждаю для вас, что я выбрала вот этот наперсток. Если вы выбрали тот же самый наперсток, значит, все, это ваш точно расклад. И если нет, если не тот же самый, то это может быть ваш расклад, только вас подвела интуиция при выборе наперстка, да. Хорошо, давайте проанализируем. Где просвет, почему такая тьма в жизни, да, и что из прошлого там так сильно цепляет вас. Сначала мы сдвинем 3 раза и посмотрим послание высших сил для вас. Как будто вот представьте, что вы сидите напротив меня и сдвигаете карты для личного расклада. Давайте. Смотрим на дно, и тут у нас карта суд, которая показывает ведьму. Она раздает подарки детям, она добрая, она счастливая, она прекрасная, она щедрая. И я знаю, что в вашей жизни скоро может вот такой подарок прилететь от волшебных сил, да, от ведьмы, от ангела-хранителя, может быть. Ну и также вы можете раздавать подарки. То есть карта, она показывает полет, она показывает энергию изобилия, щедрость, восстановление в жизни, исцеление. Поэтому вот он, ваш уже просвет виден, да, уже лучик света показался в темном царстве, на самом деле, с помощью этой карты. И это уже прекрасно, я считаю. Итак, почему вас тянет в прошлое? Давайте посмотрим, кто вы. Кто вы сейчас на самом деле, да? Вы тройка кубков. Вы человек, который готов радоваться жизни. Вы готовы смеяться, вы готовы идти на какой-то праздник, вечеринку, может быть, или где-то посидеть с друзьями, с подругами. Вы готовитесь к выходным или к какому-то яркому периоду в своей жизни, когда, наконец-то будет вот этот просвет, будет веселье, будет что-то хорошее. То есть вы хотите этого хорошего чего-то. И на самом деле энергия изобилия, она уже есть в вашей жизни. Вы можете быть щедрым человеком. Вы можете позитивно смотреть на жизнь. У вас для этого есть все шансы и возможности. Позволите ли вы себе это? Вот в чем вопрос. Но я думаю, что должны.
Тем более, что вы живете в тройке кубков. Карта явно показывает, что человек очень хочет быть счастливым. И, может быть, даже уже потихоньку становится счастливым. Почему вас тянет в прошлое? Почему вас тянет в прошлое? Шестерка пентаклей. А вот очень важный момент по этой карте, потому что вам кто-то там помогал. Вы знаете, люди очень иногда остро реагируют на чужое внимание, даже на самое маленькое. У моего мужа была такая очень печальная история в жизни у знакомых, у которых жена, муж и сын, да, вот жили, семья. И всю жизнь муж колотил жену, вот всю ее жизнь, да. Но почему она с ним оставалась? Потому что она помнила, что однажды, далеко-далеко-далеко, там много лет назад, он сделал ей, по-моему, бутерброд с маслом. И цеплялась за это всю свою жизнь, за его вот это проявление доброты, и она надеялась, что она его изменит. Ну, в итоге все закончилось еще хуже, чем даже можно представить. Поэтому я даже рассказывать дальше не буду. Я вам только скажу одно, что многие люди цепляются за то, что было в прошлом. Именно вот в плане кто-то помог, кто-то обратил внимание, кто-то сделал вам что-то одно хорошее, да, а потом целую кучу плохого, но это не важно. Мол, важно, что сделал один раз что-то хорошее. У всех такое, мне кажется, есть, у многих людей. Они вспоминают вот это вот что-то одно и думают, ага, человек-то ведь хороший, но вот что-то ему в жизни не повезло, там психологические травмы. Можно все изменить, в нем есть этот лучик добра, я в него верю. Я хочу его спасти. И вот, понимаете, шестерка пентаклей, она показывает, что на самом деле этому человеку вообще не сложно было вам что-то хорошее сделать. И он это сделал, возможно, или по инерции, или еще что-то. Но вот нет такого возвышенного, то, что вы себе представили. Кто-то говорит, вот мужчина мне помог, значит, он меня любит. И уже давно. И вот всю жизнь может верить в это, там, 20 лет верить подряд. Он ведь тогда мне помог, значит, он меня любил. И любит, наверное, до сих пор. Кто-то считает, там, даже вот мама бросила, но перед этим она что-то хорошее сделала. И значит, она не бросила, или ее заставили, или еще что-то оправдывает. Вот понимаете, вот наркоманов оправдывают, алкоголиков оправдывают. Просто за счет вот этой шестерки пентаклей. Вы кого-то из прошлого вот так оправдываете. Этот же человек мне помог. Цепляет вас именно это. Вас тянет туда, там, где вам этот человек помог. Причем вам могли помогать после этого сотни людей, но нет, цепляет именно туда, за того человека, за какого-то особенного. Что из прошлого никак не может уйти из вашей жизни? Королева жезлов, женщина. Какая-то женщина, возможно, даже либо огненного знака, либо просто вот такая она нахрапистая, ядреная женщина с таким вот прям тяжеловатым характером или слишком ярким характером. Женщина самостоятельная, женщина с лидерскими качествами, и, соответственно, она может быть как позитивной, так и негативной, у каждого своя на самом деле история. Но все-таки, скорее всего, она на вас оказала не очень хорошее влияние. По сути, карта же отвечает на вопрос, что никак не может уйти из вашей жизни. Значит, она должна бы уйти давно, но вы ее держите, эту женщину. Понимаете? То есть мало того, что вы цепляетесь за кого-то, кто вам помог в прошлом, вы еще и не можете отпустить влияние этой женщины. Ее может быть какое-то на вас воспитание, если это родственница, дружбу с подругой, которая давно уже подставляет, да, там, или еще что-то. То есть есть негативный человек. Мне кажется, это негативный человек. Но вы никак не можете взять и уйти от этой женщины, а она не может уйти из вашей жизни. Даже если это мысленно происходит. Есть ли человек из прошлого, которого вы не хотите отпускать? Именно не хотите.
Двойка мечей. Вы знаете, вы даже себе не признаетесь, что есть такой человек. Вы пытаетесь закрывать на этого человека в своей жизни глаза. Вот как бы он у вас сидит, этот человек, да, он поселился в вашей душе, где-то внутри, глубоко в сердце, но вы себе не признаете, что есть такой человек, которого не хотите отпустить из прошлого. Это кто? Давайте посмотрим. Это кто? То есть он есть. Это кто? Это шут. Видите, шут. То есть человек может быть чуть-чуть не от мира сего. Чуть-чуть такой, знаете, сумасшедший клоун. Может быть человек совершенно взбалмошный, любящий приключения. Или ведущий себя так, что вот от него никогда не знаешь, что ожидать. Если узнаете, знаете, что вы даже себе вот не признаетесь, но не можете отпустить. И не хотите отпустить. Именно не хотите. Может быть, его свободолюбие, может быть, его дух приключений, азарт держит вас именно вот в этой связи энергетической. Почему вы часто о нем думаете? Семерка жезлов. Вы часто думаете об этом человеке, потому что он ограждается от вас. Потому что он стоит на страже своей жизни по отношению к вам. И вас это заводит. Понимаете, в чем проблема? Иногда, как будто бы вот такое чувство, люди бросают нам вызов, ограничивая себя от нас. Действительно, это выглядит как вызов. И мы этот вызов принимаем. Мы начинаем с ними бороться. И вот такое чувство, что мало того, этот человек вас в прошлом в чем-то обвинял, так вы еще и пытаетесь с ним бороться в его праве отказаться от вас. Или ограничивать себя от вас. Вы пытаетесь это право что сделать? Нарушить. Вам кажется, что он на это право не имеет. Задумайтесь над этим. Почему вы удерживаете воспоминания? Король мечей. Потому что человек был с вами очень холодный и строгий. Вот, скорее всего, это был мужчина. Перед тем, как он стал ограждать себя от вас и даже обвинял, может быть, в чем-то, он был очень строгий. Он указывал вам на ваши ошибки, недостатки. Он считал, что он прав. И его холодность, вот эта неприступность какая-то вызвала в вас обратную реакцию. Не уйти, а наоборот через силу остаться. И отстаивать свое право остаться. Понимаете как? Так, ладно. Что вам дает эта вот ситуация? Что вам дают эти воспоминания? Шестерка кубков. Вы в этом прошлом буквально застряли. Карта прошлого. И она показывает, что до того, как этот человек повел себя как-то не так вот холодно, да, и слишком независимо, и указал вам на ваше место, перед этим вам казалось, что у вас очень сильная гармония с этим человеком. Что у вас есть друг к другу теплые чувства, неважно какие, родственные, дружеские, любовные, но теплые чувства, и вы за это цепляетесь, то есть какой-то был период, действительно, вот как той женщине бутерброд с маслом намазали один раз, и вот очень сильно вы цепляетесь именно за какое-то определенное из прошлого воспоминание, очень похожее вот на эту картину, где мальчик девочке дарит цветы. Понимаете? Вот что-то было для вас такое очень сентиментальное. Вы за это прям держитесь. И они вам дают вот эти воспоминания, именно состояние любви внутри. Любви. Как это на вас влияет? Восьмерка кубков. Вы все время ищете, но не находите. Вы, где бы ни были, чувствуете себя не в своей тарелке, не на своем месте. Вам может быть комфортно. Вы можете знать, что там вы будете счастливым человеком. И все бы ничего, но чего-то не хватает. Вы как будто, не знаю, изюминку какую-то ищете, вот, которая есть у этого человека. Бродите по жизни, а место своего, как неприкаянный человек, не находите. Ищете свое счастье. Никак не можете найти, потому что чувствуете себя именно вот не там. Вот не на своем я месте и все тут. Вот не на своем. Вот так это на вас влияет. Ужасно влияет.
Что необходимо отпустить? Пятерку кубков. Вы в жизни во многом разочарованы и очень многое оплакиваете. Вы должны перестать оплакивать и отпустить вот этот траур, я не знаю. Может быть, вот эту вот печаль от того, что что-то потеряно, что-то ушло. И, соответственно, когда вы это отпустите, вам станет в разы легче. Зачем это держать, если оно уже никакой никогда пользы не принесет? Попробуйте не давать себе надежду что-то вернуть, и тогда вы сможете это отпустить. Вы отпустите свою печаль, вы отпустите свое отчаяние и свое оплакивание чего-то или кого-то из прошлого. Что вам в итоге это даст, если вы отпустите? Большое счастье, 4 жезлов. Во-первых, это семейная гармония. И это действительно состояние на своем месте. Я счастлив на своем месте. Я нахожусь на своем месте. Вот вы будете очень счастливы. У вас будет свой дом, своя семья, своя стабильная жизнь. Причем жизнь в радости, и как у Христа за пазухой, когда всего вдоволь, всего хватает. Задумайтесь над этим. 4 жезлов вообще очень хорошая карта на самом деле. Она человеку позволяет вот какой-то длительный период жизни жить очень хорошо, стабильно и приятно. Правда. Она счастливая карта. В чем вы не хотите себе признаваться? Королева кубков. Вы не хотите себе признаваться, если вы женщина, в своей женственности, в своей красоте и в своей доброте и нежности. Если вы мужчина, вы не хотите признаваться себе, что вы любите какую-то женщину очень сильно. Вот для мужчины, да, это большая любовь. А для женщины это ее любовь к себе, ее очарование, ее, ну, я бы сказала, такой шарм, да, то есть когда она действительно, она хороша такая, какая она есть. Но вы не видите в себе этого, не слышите в себе этого. А на самом деле у вас ведь есть по этой карте еще и ведьмовские, экстрасенсорные способности, магические способности, которые вы, возможно, не до конца еще раскрыли. Еще есть потенциал, который долгое время можно раскрывать, много лет даже, понимаете? Дар ясновидения у вас может быть. Он спрятан глубоко внутри. Как ваши воспоминания могут помочь вам в будущем? Луна. Луна показывает, что в будущем вы можете все свое подсознание вскрыть и найти глубинные причины ваших проблем, избавиться от этих глубинных причин и, соответственно, избавиться от проблем. Ну и также, как может помочь в будущем? Вы соединитесь с трехликой богиней. Но я здесь вижу трехликую богиню. Я здесь ее вижу, Гекату. И вы соединитесь с ней и будете... Вы познаете мудрость великой женской силы, даже если вы мужчина. Луна, она всегда говорит о том, что есть у человека возможность узнать себя максимально подробно, разобраться в себе и повернуть магию в свою сторону, испытывать единство внутри с этим миром и полную любовь. Просто нужно избавиться от внутренних блоков и негативных программ. Когда просвет в вашей жизни? Вышла карта Жрица. Жрица показывает, что самый главный просвет в вашей жизни будет в марте. До этого вы готовитесь к этому просвету. Но самый большой прорыв — это февраль-март примерно. Хорошо, давайте посмотрим, в чем будет заключаться просвет вашей жизни. Карта мага. Вы обретаете силу 4 стихий. И вы сможете обладать телом Творца и, зная, от чего вы будете счастливы, творить ту реальность, которая у вас должна быть. Вы можете исполнять любые свои желания. Но до следующей, получается, весны вы будете готовиться к этому, выстраивать это тело Творца и работать над собой. Вот такой ответ сегодня дали карты. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал.
ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч!